Время 10 часов, и нужно начинать нашу работу в соответствии со сложившимися правовыми традициями. На первом заседании сессии Якутской городской думы председательствует старший по возрасту депутат, секретарем заседания становится, соответственно, самый младший. Согласно данным о возрасте депутатов, старшим по возрасту является у нас Васильев Николай Николаевич, а младшим Осипов Алексей Андреевич. Но в связи с правоходом Николая Николаевича Васильева, председательствующим сессии становлюсь я, Евсипова Ивановна, как следующая по возрасту после Николая Николаевича. Так что вот приходится говорить о своем возрасте, хоть это как-то не очень принято среди женщин, но я думаю, что для работы это не суть важно. По результатам выборов 9 сентября 2018 года Якутская городская территориальная избирательная комиссия подвела официальные итоги. В пятницу 14 сентября на заседании ТИК мы все с вами получили временное удостоверение. На основании распоряжения исполняющего обязанности главы городского округа города Якутск о созыве первой сессии Якутской городской думы сегодня проводится заседание первой сессии. Необходимый кворум имеется. У нас сегодня присутствуют все 29 избранных депутатов Якутскую городскую думу. Разрешите работу заседания сессии объявить открытой. Уважаемые депутаты, в работе заседания сессии принимают участие исполняющий обязанности главы городского округа города Якутск Дмитрий Дмитриевич Садовников. Мы приглашали Сардану Владимировну Арсентьеву, но не вижу ее. Исполняющий обязанности прокурора города Якутска Константин Степанович Матвеишин. Председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Алла Георгиевна Самойлова. Руководитель департамента внутренней политики и администрации главы и правительства Республики Саха-Якутия Владимиров Афанасий Семенович. По местному самоуправлению, извините. Разрешите начать работу нашей сессии. Сегодня у нас очень важная первая сессия, которая определит, наверное, в дальнейшем работу всей нашей городской думы на избранный срок. Итак, приступаем к рассмотрению повестки заседания первой сессии. И есть предложение принять ее за основу. Есть другие предложения? Нет. Итак, ставлю вопрос на голосование. Сразу хочу сказать о способе голосования. Мы с вами сегодня голосуем первый раз, и как традиционно первая сессия всегда проводится голосование путем поднятия руки. Итак, ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы принять данный проект повестки нашей сессии за основу, прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Кто против? Так, кто воздержался? Так, аппарата Якутской городской думы, прошу представить результаты голосования. Единогласно. Итак, за 29 депутатов. Решение принято. Какие будут предложения по повестке сессии? Принять в целом. Принять в целом. Спасибо. Итак, ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы принять повестку первой сессии в целом, прошу проголосовать. Кто за? Спасибо. Кто против? Кто воздержался? Результат, пожалуйста. Единогласно. Единогласно. 29 депутатов. Спасибо. Итак, решение
принято. Мы принимаем повестку в таком виде, как она представлена. Итак, приступаем к рассмотрению первого вопроса повестки дня об утверждении регламента заседания первой сессии Якутской городской думы. Нам для решения процедурных вопросов необходимо утвердить регламент первого заседания Якутской городской думы. В представленном к рассмотрению проекте определяется порядок проведения процедуры принятия решений по вопросам повестки первой сессии городской думы. Итак, какие будут предложения по принятию регламента? Пожалуйста. Предлагаю принять в целом. Утвердить? В целом. Итак. Есть вопросы? Так. По регламенту. Ну вот, подскажите, пожалуйста, например, первое, то, что меня как-то волнует, статья 5, да? Статья 5 о избрании председателя. Пункт 3. В случае, если на должность председателя было выдвинуто 2 кандидата, ни один из них не получил требуемого избрания голосов депутатов, то проводится повторное голосование. Насколько это повторное голосование будет проводиться по этим 2 кандидатам? Или все-таки другие кандидаты будут выдвигаться? Это не трудно. Если это будет кандидатур, тут разъяснение. Так, пожалуйста, правовой отдел городской думы. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, в данном случае, если председатель не будет избран, то вся процедура выборов повторяется, начинается движение кандидатур. В данном случае такой порядок. Так, ну вот я же считаю, что кто проводит повторное голосование? Повторное голосование тогда за этапом движения, правильно понимаю? Да. Ну давайте тогда запишем. Добавим. Да, хорошо. Ольга Николаевна, конкретно что мы написываем? Ну, тут говорится о том, что просто повторное голосование. Сама процедура повторное голосование, вообще движение, первое. Второе, то, что вот, нигде нет о том, что повторное голосование. Повторное голосование, оно может по тем же кандидатурам, да, я так понимаю. Но мне говорят о том, что это все-таки с этапом движения, по-моему, пойдет. Поэтому давайте повторное голосование с этапом движения давайте. Можно тогда уточнить, в этом повторном выдвижении могут принимать участие те же самые кандидатуры, которые были в первом? Да, конечно. Могут. Хорошо, спасибо. Я думаю, вот этот вопрос, он такой был, непростой. Так, еще есть предложения по регламенту? Еще вот тогда, с учетом того, что последний вопрос, это ответ на вопрос был, когда мне говорят о том, что эти кандидаты повторно могут участвовать, но тут нигде об этом не отражено. Давайте тогда тоже повторно эти кандидаты тоже допускаются. Напишем тогда. То есть повторное голосование с участием... Ну, этапы движения могут там участвовать. Хорошо. Это можно написать, да, Александр? Да. Хорошо, спасибо. Так, еще, коллеги, есть предложения? Так, ставим, пожалуйста, Станислав Иванович. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы уточнить для себя, у нас будет открытое голосование или закрытое голосование? Написано путем открытого голосования. В регламенте в статье 5 вы имеете в виду по председателю, да? Да. В статье 5 пункт 1 сказано: избранным на должность председателя Якутской городской думы по результатам голосования считается кандидат, за которого проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании. Да. Форма голосования у нас, извините, статья 4. Председатель Якутской городской думы избирается на первом заседании Якутской городской думы из числа депутатов путем проведения открытого голосования. В данном проекте регламента предлагается открытая форма голосования. Предложение позже будет? Пожалуйста. Предложение позже? Предложение? Да. Пожалуйста. Сейчас это будет? Да. У меня предложение путем скрытого голосования. Тайна. Тайно. То есть у вас есть предложение добавить, изменить, вернее, открытое голосование на тайное голосование, да? Да. Тайное голосование. Хорошо. Еще предложение есть? Пожалуйста. Здесь присутствует заместитель прокурора города Якутска. Хотелось бы услышать его мнение, как будет более демократично проходить, по его мнению, голосование. Открытым образом или закрытым образом.
возможно. Пожалуйста. Добрый день. Это право конституционного органа. В принципе, обе процедуры соответствуют требованиям генерального законодательства. Поэтому каких-либо советов прокуратура давать не вправе. Так, коллеги, итак, у нас поступило несколько предложений. Первое предложение, значит, принять регламент в целом. И второе, уже принять с определенными изменениями. Итак, ставлю по мере поступления на голосование первое предложение – принять данный регламент в целом. Пожалуйста, кто за? Так, пожалуйста, аппарат считает. Здравствуйте. 25 за. Так, 25 за. Кто против? Кто воздержался? Против 0, воздержался 4. Воздержались 4. Хорошо. Так. Теперь подскажите мне, пожалуйста, правовой отдел. После того, как мы принимаем какой-то вопрос в целом, мы можем какие-то вносить изменения или уже нет, Алексей Александрович? Уже нет, проект принят считается. Считается принят. То есть мы его в настоящее время принимаем регламент в том виде, как он, проект регламента, как он представлен сегодня на Якутскую городскую думу. Правильно? Да. Все, тогда считается, что данный вопрос принят, и мы уже должны переходить к следующему вопросу. Да, мне вопрос. Предложение депутатов по тайному голосованию, мы же все равно должны поставить его на голосование в любом случае. Вот, конечно, это сейчас уже, наверное, вещь будет противоречить. И поскольку мы приняли регламент в целом, где прописано открытое голосование, за которое проголосовало 25 человек, то есть я так понимаю, что сейчас мы уже не должны по поводу регламента еще вносить какие-то предложения. Предложение же было. Но первое вы проголосовали в целом. Мы же в любом случае поставить на Да, голосование. Алексей Александрович, пожалуйста. Мы проект приняли в целом, то есть уже принятый и вступил в силу уже данный То проект. есть мы сюда уже не должны ничего вносить. Так? Правильно, Алексей? Да, все правильно. Все правильно. Татьяна Ивановна, можно сказать, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Я думаю, что не стоит начинать первое заседание Якутской городской думы с тайного голосования. В процедуре у нас прописано, на прошлых заседаниях и созывах Якутской городской думы тоже неоднократно ставился вопрос о закрытом или открытом голосовании. Все-таки мы являемся представительным органом, и мы обязаны открыто представлять свои интересы и ничего не бояться. Поэтому я предлагаю ставить как есть, регламент у нас уже утвержден, изменений быть не может, тем более сейчас проголосовали, поэтому предлагаю приступить к открытому голосованию. Спасибо. Коллеги, мы только что с вами проголосовали, утвердили тот проект регламента, который был представлен всем депутатам Якутской городской думы. Я считаю, что вопрос этот уже принят. Пожалуйста, Татьяна. Уважаемые коллеги, может быть, тут получилось некоторое недопонимание, по опыту работы, в частности, так сказать, созыва предыдущего. Сначала всегда вопрос ставился в целом, а потом уже обсуждались частности. Нет. Сначала вопрос принимался за основу, потом рассматривались предложения, потом принимался в целом. После того, как принимается в целом, уже никакие предложения, изменения не вносятся. Но поскольку предложение поступило в целом, я их поставила на голосование. А все депутаты, скажем так, правильно поняли и правильно проголосовали в этой связи по контуру вопроса? Потому что мне, честно говоря, показалось, что некоторые не совсем, может быть, правильно поняли. Это вот первый вопрос. А второй вопрос, хотелось бы парировать уважаемым коллегам. Мне кажется, здесь не должен стать вопрос открыто, не открыто, есть там что-то скрывать или нечего там что-то скрывать. Просто, скажем так,
основой любого правового государства это то, что выборы должны быть тайные и равные. Соответственно, равный один человек один голос, тайные выборы, любые выборы – это основа любой демократии. То, что каждый человек имеет на тайну своего волеизъявления. У меня все. Ну, я думаю, что нам только что исполняющий обязанности прокурора города сказал, что это наше право решать, открыто или тайно, и оба этих решения являются законными. Поэтому мы не нарушаем закон, поэтому я думаю, тут... Так, все, коллеги, считаю, что вопрос решен, принят. Переходим к следующему вопросу. Будьте внимательны. Отвечайте, принято за основу и принято в целом. В этом, конечно, есть определенная разница. Итак, мы приступаем ко второму вопросу повестки дня об итогах выборов депутатов Якутской городской думы. По данному вопросу слово предоставляется председателю Якутской городской территориальной избирательной комиссии Самойловой Алле Георгиевне. Алла Георгиевна, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые депутаты. Доброе утро, Дмитрий Дмитриевич. 13 июня 2018 года решением Якутской городской думы выборы депутатов были назначены на 9 сентября 2018 года на единый день голосования. Представительный орган муниципального образования городского округа города Якутск формируется по смешанной избирательной системе. 15 депутатских мандатов распределяется по пропорциональной системе и 15 по мажоритарным округам. 16 июня после опубликования решения о назначении выборов начался этап выдвижения и регистрации кандидатов, который продлился до 8 августа 2018 года. За депутатские мандаты в едином избирательном округе боролись 9 политических партий, в списках которых были выдвинуты 240 человек. В соответствии с законом минимальное число кандидатов в списке могло быть 9 кандидатов, а максимальное 48. Самый небольшой по количеству кандидатов был список партии «Гражданская платформа». Он состоял из 15 человек, и последующие 2 человека выпало, итого 13 кандидатов. Самый большой – это список партии «Справедливая Россия». Он состоял из 35 человек. В списках партий молодежи до 35 лет было 44 человека, членов политических партий 120 человек, женщин 32 и судимых 8 человек. 5 партий были освобождены от сбора подписей в поддержку своих списков. Это партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, так как они являются парламентскими партиями, представленными Государственной Думой Российской Федерации, а также партия «Гражданская платформа», которая имела своего представителя, депутата в Якутской городской думе в 3-м созыве. 3 политические партии «Родина», «Аграрная партия», «За справедливость» должны были представить в избирательную комиссию свою поддержку по 895 подписей избирателей. Из перечисленных партий только партия «Родина» смогла собрать необходимое количество достоверных и действительных подписей избирателей. Избирательная комиссия городского округа города Якутск зарегистрировала списки 6 политических партий, наименование, эмблему и необходимую информацию, о которых избиратели увидели в избирательных бюллетенях 9 сентября. Всего в зарегистрированных списках осталось 162 кандидата. Для сравнения, 5 лет назад, в 2013 году, у нас баллотировалось со списками 20 политических партий, и там было 403 кандидата. То есть количество кандидатов значительно уменьшилось. 97 кандидатов выдвинули свои кандидатуры в одномандатных избирательных округах. 69 из них были зарегистрированы. 11 кандидатов, в том числе в порядке самовыдвижения, и 58 кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. Отказано в регистрации 26 кандидатам по причине недостоверных и недействительных подписей избирателей 21 кандидату. Остальные не представили в комиссию необходимые документы для регистрации, либо принесли заявление о снятии своих кандидатур, то есть отказ от выборов. Ну и для сравнения, 5 лет назад в одномандатных округах баллотировалось 134 кандидата, и из них 20 самовыдвиженцев было. За период избирательной кампании в адрес избирательной комиссии городского округа города Якутск
поступило 63 заявления и обращения от избирателей, кандидатов и других участников избирательного процесса. 53 из них поступило в день голосования. Подтвердилось 2 заявления. В части непрошитых списков избирателей на одной из участковых избирательных комиссий и не опущенный в 8 утра конверт избирателя, который проголосовал досрочно. Ни одного заявления от избирателей на отсутствие их в списке избирателей в адрес комиссии не поступало. В судебных заседаниях судов различных инстанций рассмотрено 19 исковых заявлений. 10 на уровень выбора главы городского округа города Якутск и 9 по выборам депутатов Якутской городской думы. Из них 16 на обжалование решений избирательной комиссии городского округа Якутск о регистрации кандидатов. 18 из 19 заявлений оставлены без удовлетворения в соответствии с отсутствием правовых оснований. То есть единственное решение нашей комиссии о регистрации кандидата не устояло. В списке избирателей на муниципальных выборах были включены 186 809 человек. В голосовании приняло участие 82 746 избирателей, что составляет 44,3% избирателей. Но, на наш взгляд, это достаточно высокая явка на местных выборах. Из 116 избирательных участков, городского округа работали 1580 членов участковых избирательных комиссий, 60% из которых являются представителями различных политических партий, таких как «Единая Россия», «Справедливая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации, Гражданская платформа, Патриоты России, ЛДПР, Женщины России и избирательного объединения «Клуб молодых избирателей». В день голосования на избирательных участках города Якутска наблюдали за процессом голосования более 1300 членов УИК с правом совещательного голоса и наблюдателей. На 36 участках применялись комплексы обработки избирательных бюллетеней. На всех избирательных участках осуществлялось видеонаблюдение со стороны кандидатов и избирательных объединений. Трансляция в интернет велась в 20 участковых избирательных комиссий и с территориальной избирательной комиссии в момент приемки протоколов, то есть после 20 часов вечера. На приемке протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в нашей комиссии присутствовало 24 члена комиссии с правом совещательного голоса от различных кандидатов и политических партий. Из местного бюджета на проведение выборов было выделено 28 205 700 рублей. Из них около 6 миллионов затрачено на изготовление бюллетеней и информационных материалов о кандидатах и пригласительных на выборы и 20 миллионов на оплату труда членов участковых избирательных комиссий. 11 и 12 сентября 2018 года избирательная комиссия городского округа города Якутск утвердила итоги голосования и распределила депутатские мандаты. Выборы депутатов Якутской городской думы признаны состоявшимися и действительными. На основании пункта 2 статьи 83 Закона Республики Саха-Якутия о муниципальных выборах в Республике Саха-Якутия избирательная комиссия городского округа города Якутск решила считать избранными депутатами Якутской городской думы по одномандатным избирательным округам Козловью, Поросковью, Афанасьевну, выдвинутую Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по пригородному одномандатному избирательному округу, Амосова Владимира Владимировича, выдвинутого Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по автодорожному одномандатному избирательному округу, Сивцева Станислава Ивановича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Сайсарскому одномандатному избирательному округу, Эверсову Алевтину Васильевну, выдвинутую Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по Аюнскому одномандатному избирательному округу, Осипова Андрея Андреевича, выдвинутого Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по Студенческому одномандатному избирательному округу, Васильева Николая Николаевича, выдвинутого Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по Алексеевскому одномандатному избирательному округу, Никифорову Веру Дмитриевну, выдвинутую Якутским местным отделением политической партии «Справедливая Россия» в городе Якутске, Республике Саха-Якутия по Центральному одномандатному избирательному округу, Дмитриева Владислава Михайловича, выдвинутого Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по Набережному одномандатному избирательному округу, Бежаняна Артака
Самвеловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Речному одномандатному избирательному округу, Федорову Юлию Михайловну, выдвинутую Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по Лермонтовскому одномандатному избирательному округу, Романова Феликса Игоревича, выдвинутого Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по Строительному одномандатному избирательному округу, Андрееву Марьяну Матвеевну, выдвинутую региональным отделением Республики Саха-Якутия политической партии «Гражданская платформа» по Пионерскому одномандатному избирательному округу, Васильеву Сабилану Афанасьевну, выдвинутую Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по Гагаринскому одномандатному избирательному округу, Лебедева Андрея Викторовича, выдвинутого Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по Махинскому одномандатному избирательному округу, и Черныха Сергея Викторовича, выдвинутого Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по Северному одномандатному избирательному округу. Что касается единого избирательного округа, на основании статей 83 и 85 Закона Республики Саха-Якутия о муниципальных выборах Республики Саха-Якутия избирательная комиссия городского округа город Якутск распределила мандаты между списками политических партий, преодолевших 5% барьер следующим образом. 6 мандатов из 15 распределено Якутскому местному отделению Республики Саха-Якутия Всероссийской политической партии «Единая Россия», 4 Якутскому региональному отделению политической партии КПРФ, 3 местному отделению политической партии «Справедливая Россия» в Якутске, в городе Якутске Республики Саха-Якутия, 1 региональному отделению политической партии Республики Саха-Якутия «Гражданская платформа» и 1 Якутскому региональному отделению политической партии ЛДПР. 12 сентября 2018 года в избирательную комиссию поступили заявления об отказе от депутатских мандатов от зарегистрированных кандидатов, которые были включены в общемуниципальные части списков политических партий ЛДПР и КПРФ Жириновского Владимира Вольфовича, Парахина Гаврила Павловича и Филиппова Семена Васильевича. В списке партии ЛДПР в общемуниципальной части оставался еще один зарегистрированный кандидат, которому не досталось мандата. Это Тыпор Владислав Эдуардович. Поэтому решением комиссии вакантный мандат был распределен ему. В общемуниципальной части списка КПРФ не осталось зарегистрированных кандидатов, которым не достались депутатские мандаты, поэтому вакантный мандат решением избирательной комиссии городского округа города Якутск от 14 сентября остается вакантным до следующих выборов депутатов Якутскую городскую думу до 2023 года. Избирательная комиссия, рассмотрев заявление и руководствуясь статьей 31.1 Закона Республики Саха-Якутия о муниципальных выборах в Республике Саха-Якутия, решила считать избранными депутатами Якутской городской думы по единому избирательному округу Есикову Евдокию Ивановну, выдвинутую Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по единому избирательному округу, Новгородова Сафрона Матвеевича, выдвинутого Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по единому избирательному округу, Соловюк Ивана Владимировича, выдвинутого Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по единому избирательному округу, Семенова Альберта Никандровича, выдвинутого Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по единому избирательному округу, Павлова Степана Ильича, выдвинутого Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по единому избирательному округу, Пахомову Наталью Николаевну, выдвинутую Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по единому избирательному округу, Яковлева Александра Петровича, выдвинутого Якутским местным отделением Коммунистической партии Российской Федерации по единому избирательному округу, Васильева Аяна Ильича, выдвинутого Якутским местным отделением Коммунистической партии Российской Федерации по единому избирательному округу, Андросову Надежду Афанасьевну, выдвинутую Якутским местным отделением Коммунистической партии Российской Федерации по единому избирательному округу, Сагыдаеву Ольгу Николаевну, выдвинутую Якутским местным отделением политической партии «Справедливая Россия» в городе Якутске Республики Саха-Якутия по единому избирательному округу, Васильева Дениса Андреевича, выдвинутого Якутским местным отделением политической партии «Справедливая Россия» в городе Якутске Республики Саха-Якутия по единому избирательному округу, Прокопьеву Мариану Трофимовну, выдвинутую Якутским
местным отделением политической партии «Справедливая Россия» в городе Якутске, Республике Саха-Якутия по единому избирательному округу, Темпера Владислава Эдуардовича, выдвинутого Якутским региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России» по единому избирательному округу, и Кожегасова Анатолия Андреевича, выдвинутого региональным отделением Республики Саха-Якутия политической партии «Гражданская платформа» по единому избирательному округу. В газете «Эхо столицы» от 14 сентября 2018 года официально опубликованы протоколы о результатах голосования, сводные таблицы по избирательным округам и решение избирательной комиссии городского округа города Якутск об итогах голосования. В соответствии с требованием закона результаты голосования вступают в силу после официального опубликования. В результате голосования 9 сентября 2018 года сформировался новый состав Якутской городской думы. Из 29 депутатов 11 женщин, 29 имеют высшее образование, средний возраст 39 лет, самому молодому депутату 25 лет. Из 29 депутатов впервые избраны депутатами 19 человек. Избранные депутаты получили свою поддержку от 23 до 48% голосов избирателей в своих избирательных округах, что говорит о неоспоримости победы народных избранников. В городской думе есть представители предпринимательства, здравоохранения, муниципального управления, ЖКХ, энергетики. В новом составе думы будут работать 2 самовыдвиженца, 1 депутат от партии ЛДПР, 2 депутата от партии «Гражданская платформа», 3 от партии КПРФ, 4 депутата от партии «Справедливая Россия» и 17 депутатов от партии «Единая Россия». На наш взгляд, Дума вполне работоспособна, профессиональна и современна. Желаю успехов в работе депутата по представлению интересов избирателей в законодательном органе муниципального образования, городской округ, город Якутск. Спасибо за внимание. Спасибо. Действительно очень интересно. Анна Георгиевна, подождите, вдруг будут вопросы. Очень интересный состав городской думы. Коллеги, пожалуйста, есть ли вопросы к Анне Георгиевне? Анна Георгиевна. Есть? Анна Георгиевна, скажите, пожалуйста, сегодня идут итоги оспаривания? Нет, нам на сегодняшний момент, вот, когда я с вами разговариваю, нам пока неизвестно о поданных новых исковых заявлений. То есть пока они все были завершены 9 сентября. Пока На уровне консультации касался вначале, все было 9 числу завершено, больше не оспаривалось. Ну, в соответствии с законом результаты голосования могут быть оспорены в течение 1 года после дня голосования. Поэтому все возможно. Так, еще второй вопрос, когда можно задать. По вопросу там по строительному округу, по одномандатному округу, на момент подведения итогов от нашего кандидата, от Рахматуллина, поступала жалоба, да, или нет? Да, до момента подписания результатов голосования по строительному одномандатному избирательному округу кандидатом Рахматуллиным было подано заявление в наш адрес. Мы до подписания протокола итогового голосования его рассмотрели, оставили без удовлетворения. Ну, пока на сегодня не так. Спасибо. Ну и член комиссии наш право решающего голоса при подписании протокола в отношении именно этого одномандатного избирательного округа выразил особое мнение, которое зафиксировано в протоколе. Все спасибо, будут без особых мнений быть. Спасибо. Еще, коллеги, Георгиевна, есть вопросы? Спасибо большое. У меня вопрос, у меня указать ошибки в информации, предоставленной Анне Георгиевне. Вместо Усипова Андрея Андреевича Алексей Андреевич и самому молодому 23. Хорошо. Я это понимаю. Так, Анна Георгиевна, вы, пожалуйста, поправьте информацию. Хорошо. Так, еще есть вопросы, коллеги Георгиевна? Нет, спасибо большое. Коллеги, есть предложение данный вопрос принять в целом. Другие предложения есть? Нет. Пожалуйста, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять данный проект решения Якутской городской думы в целом? Кто за? Спасибо. Кто против? Кто воздержался? Так, по всей видимости, единогласно. Да?
Ну, я думаю, что да, это такой вопрос, где вряд ли могут быть какие-то еще другие решения. Спасибо большое. Итак, мы приступаем к рассмотрению третьего вопроса об образовании мандатной комиссии. В соответствии с регламентом Якутской городской думы мандатная комиссия избирается в составе 3 депутатов. Прилагается следующий персональный состав: Эберштова Алевтина Васильевна, Васильева Саргалана Афанасьевна, Васильев Аян Ильич. Другие предложения есть? Нет. Нет. Спасибо. Есть, коллеги, вопрос. Голосовать будем за мандатную комиссию списком или по каждой кандидатуре отдельно? Списком. Итак, ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы проголосовать за данный список, состав мандатной комиссии? Кто за? Спасибо. Кто против? Кто воздержался? Итак, решение третьего вопроса. Значит, для признания полномочий депутатов Якутской городской комиссии, городской думы образовать мандатную комиссию в составе 3 человек: Эберштовой Алевтины Васильевны, Васильевой Саргаланы Афанасьевны, Васильева Аяна Ильича. Ставлю данный вопрос, значит, о принятии данного проекта решения Якутской городской думы в целом. Итак, кто за это предложение, прошу голосовать. Спасибо. Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Итак, мандатная комиссия у нас избрана, и очень скоро она приступит к своей работе. Так, а мы с вами идем дальше и приступаем к рассмотрению части 4-го вопроса об образовании счетной комиссии. Счетная комиссия в соответствии с регламентом избирается в составе 3 депутатов. Предлагается следующий состав персональный: Саргазаева Ольга Николаевна, Тепфер Владислав Эдуардович, Федорова Юлия Михайловна. Представители различных партий. Есть другие предложения по персональному составу? Нет. Итак, задаю тоже вопрос. Голосуем за счетную комиссию списком или по каждой кандидатуре отдельно? Списком. Итак, ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы проголосовать, чтобы включить в состав счетной комиссии данных 3 наших депутатов: Саргадаева Ольга Николаевна, Тепфер Владислава Эдуардовича, Федорова Юлия Михайловна. Кто за это предложение, прошу голосовать. Спасибо. Кто против? Кто воздержался? Денис Андреевич, вы? Я был за. Вы были за. Все понятно. Хорошо. Так, за, тогда получается мы единогласно включаем этих коллег наших в состав счетной комиссии и смотрим решение вопроса номер. Проект решения данного вопроса: образовать счетную комиссию в составе Саргадаева Ольга Николаевна, Тепфер Владислав Эдуардович, Федорова Юлия Михайловна. Ставлю вопрос, значит, на голосование. Проект решения принять в целом. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Спасибо. Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Спасибо. Итак, мы с вами только что избрали мандатную комиссию, счетную комиссию. Мандатная и счетная комиссия, прошу приступить к работе. Во время работы мандатной комиссии определяется перерыв на 10 минут. Александр Васильевич, 10 минут достаточно? Достаточно. Итак, мандатная комиссия очень оперативно поработала. Итак, мы приступаем к рассмотрению 5-го вопроса о признании полномочий депутатов Якутской городской думы. Итак, слово предоставляется председателю мандатной комиссии. Пожалуйста. Еще раз добрый день. Протокол номер 1 мандатной комиссии 1-го заседания Якутской городской думы. Присутствует Васильев Аян Ильич, Васильева Саргалана Афанасьевна, Эберштова Алевтина Васильевна. Избрание председателя ответственного секретаря мандатной комиссии 1-го заседания Якутской городской думы. Предложено избрать ответственным секретарем мандатной комиссии Васильева Аяна Ильича.
За 3 против 0. Предложено избрать председателя мандатной комиссии Эверстову Алевтину Васильевну. Голосование за 3 против 0. Решение. Избрать председателя мандатной комиссии Эверстову, ответственным секретарем мандатной комиссии Васильева Аяна Ильича. Протокол номер 2. Стоп, Алексей Васильевна, мы давайте утвердим депутатами протокол номер 1 мандатной комиссии. Итак, уважаемые депутаты, предлагаю утвердить протокол номер 1 мандатной комиссии. Уже счетная комиссия приступает к своей работе. Итак, пожалуйста, кто за то, чтобы утвердить протокол номер 1 мандатной комиссии? Кто за, прошу голосовать. Так, спасибо. Кто против? Кто воздержался? Ну, видимо, счетная комиссия. Видимо, единогласно. Спасибо. Пожалуйста, Алексей Васильевна, продолжайте. Спасибо. Протокол номер 2. Мандатной комиссии первого заседания Якутской городской думы. Присутствуют Васильев Аян Ильич, Васильева Саргана Афанасьевна, Эверстова Алевтина Васильевна. Мандатная комиссия первого заседания Якутской городской думы 4-го созыва, изучив протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатным избирательным округам, протокол Якутской городской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов по единому избирательному округу решила предложить Якутской городской думе принять полномочия следующих депутатов Якутской городской думы, избранных 9 сентября 2018 года по одномандатным избирательным округам. Козлова Парасковья Афанасьевна, пригородный. Амосов Владимир Владимирович, автодорожный. Сивцев Станислав Иванович, Сайсарский. Эверстова Алевтина Васильевна, Айонский. Осипов Алексей Андреевич, студенческий. Васильев Николай Николаевич, Алексеевский. Никифорова Вера Дмитриевна, центральный. Дмитриев Владислав Михайлович, набережный. Бежанян Аркадий Самвелович, речной. Федорова Юрия Михайловна, Лермонтовский. Романов Феликс Игоревич, строительный. Андреева Марьяна Матвеевна, пионерский. Васильева Саргана Афанасьевна, Гагаринский. Лебедев Андрей Викторович, Мархинский. Чернов Сергей Викторович, Северный. Второе. Предложить Якутской городской думе признать полномочия следующих депутатов Якутской городской думы, избранных 9 сентября 2018 года по единому избирательному округу. Евсикова Евдокия Ивановна, Единая Россия. Новгородов Сафрон Матвеевич, Единая Россия. Павлов Степан Ильич, Единая Россия. Златюк Иван Владимирович, Единая Россия. Семенов Альберт Николаевич, Единая Россия. Пахомова Наталья Николаевна, Единая Россия. Андросова Надежда Николаевна, Коммунистическая партия Российской Федерации. Васильев Аян Ильич, Коммунистическая партия Российской Федерации. Яковлев Александр Петрович, Коммунистическая партия Российской Федерации. Торгадаева Ольга Николаевна, Справедливая Россия. Васильев Денис Николаевич, Справедливая Россия. Прокопьева Марьяна Трофимовна, Справедливая Россия. Тепер Владислав Эдуардович, Политическая партия ЛДПР. Карджигасов Анатолий Андреевич, Гражданская платформа. Подписались Васильев, Васильева, Эверстова. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Васильевна. Уважаемые депутаты, какие будут предложения по проекту решения? По проекту решения Дениса Андреевича надо будет исправить. Что? Денис Николаевич пришли, Денис Андреевич нужно будет исправить. Алексей Васильевна, отправите. Так. Ну вот в решении городской думы в проекте у нас Денис Андреевич, все правильно? Я поняла, в тексте прозвучало. Я думаю, что тут произошла, наверное, ошибка. Мы посчитали, у нас в городской думе 4 Васильевых. Это такое маленькое отступление. Васильев Денис Андреевич, Васильев Николай Николаевич, Васильев Аян Ильич, Васильев Светлана Афанасьевна. Поэтому я думаю, что Васильевых у нас просто целый коллектив. Я думаю, что они могут даже... Межпартийную фракцию. Фракция Васильевых, да? Хорошо, спасибо. Итак, коллеги, какие будут предложения по проекту решения? Так, принять в целом и утвердить протокол номер 2. Итак, кто за это предложение, прошу голосовать. Членов счетной комиссии прошу приступить к своей работе. Спасибо. Кто против?
Единогласно. Так, спасибо. Итак, уважаемые коллеги, решение принято единогласно. И с настоящего момента мы с вами являемся депутатами Якутской городской думы, наделенными определенными полномочиями, полноценными депутатами. И с этого момента может вполне начинаться уже наша полноценная работа депутатов. Итак, это один из основных вопросов. Итак, спасибо. Итак, коллеги, приступаем к рассмотрению шестого вопроса об избрании председателя Якутской городской думы. Это также вопрос очень важный для работы Якутской городской думы. В соответствии со статьей 25 Устава городского округа город Якутск и регламента первой сессии Якутской городской думы, право на выдвижение кандидатуры на должность председателя Якутской городской думы имеют депутаты, в том числе и с самовыдвижением глава городского округа города Якутск. И сразу хочу поставить вопрос, какие будут предложения по кандидатуре председателя Якутской городской думы. Сергей Викторович, пожалуйста. Предлагаю Семенова Альберта Андреевича. Более того, хотел бы доложить, что, скажем так, фракция партии «Единая Россия» также одобрила данную кандидатуру. Спасибо. 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 Итак, первое предложение Семенов Альберт Николаевич. Коллеги, еще, пожалуйста, какие предложения? Пожалуйста, Мария Трофимовна. Добрый день. От партии «Справедливая Россия» предлагаю Васильева Дениса Андреевича. Васильев Денис Андреевич. Хорошо. Так, коллеги, еще предложения будут? Да. Так, пожалуйста. Яковлев Александр Петрович, фракция КПРФ. Но мы прекрасно осознаем возникшую ситуацию, и поскольку у нас меньшинство, но, как говорится, мужчиняшка, тем не менее мы поддерживаем кандидатуру Васильева Дениса Андреевича. То есть в своей фракции выдвигать мы не будем. Хорошо, спасибо. Коммунисты у нас всегда в тенежках. Итак, пожалуйста, Альберт Николаевич Семенов. Уважаемый Дмитрий Дмитриевич, уважаемые коллеги, сегодня у нас знаменательный день для нового четвертого созыва представительного органа городского округа города Якутск, день заседания первой сессии Якутской городской думы. Я лично поздравляю всех моих коллег с победой на выборах и желаю плодотворной совместной работы во благо нашей столицы и ее жителей. Уважаемые коллеги, я родился в городе Якутске, здесь родились и проживают мои дети. Вся моя жизнь и трудовая деятельность неразрывно связана с городом. Я не понаслышке знаю его проблемные вопросы. Как кандидат на должность председателя Якутской городской думы, я осознаю, какая это большая ответственность. Я считаю, что одной из главных задач работы председателя Якутской городской думы является организация планомерной, системной работы депутатского корпуса, президиума, постоянной комиссии Якутской городской думы, обеспечение взаимодействия и конструктивной работы со всеми органами муниципальной власти. Окружная администрация города Якутска, контрольно-счетная палата и организация межмуниципального сотрудничества. Все мы знаем, что в предыдущих созывах представительным органам города была проделана большая работа. Приняты нормативно-правовые акты, определяющие порядок жизнедеятельности во всех сферах, в высоединенной политике, земельно-имущественном комплексе, в деле обеспечения комфортных условий проживания, социальной защиты и повышения благосостояния граждан. Считаем необходимым продолжить и активизировать деятельность четвертого созыва по нормотворческой деятельности и контрольным полномочиям. У нас одна цель – создание условий нормативно-правовой базы для строительства современного и комфортного города, определяющего качество жизни жителей. Для этого требуется объединение всех политических сил, представленных в Якутской городской думе. И думаю, что у нас это получится. Позвольте еще раз поблагодарить вас. Я знаю, что надеяться на вашу поддержку и сотрудничество, которое, несомненно, обеспечит успех в нашей работе. Спасибо за внимание. Спасибо, Альберт Николаевич. Пожалуйста, уважаемые депутаты, есть ли вопросы к
Альберта Николаевича. Ольга Николаевна, пожалуйста. Альберт Николаевич, вот подскажите, пожалуйста, в вашем выступлении по межфракционной работе, задачах как-то пропустили этот момент? По межфракционной работе какие у вас виды, взгляды, предложения? Мое личное мнение – это то, что мы должны объединить все усилия, в том числе между фракциями, между всеми политическими силами, которые будут представлены в нашей дискуссии. Я думаю, что вместе мы сила, и нам предстоит сделать много работы на благо горожан, наших избирателей. Спасибо. Пожалуйста, Станислав Иванович. Альберт Николаевич, я хотел бы задать вопрос в плане по случаю, если вас изберут коллеги на пост председателя, в каком виде вы видите заместителей председателя? Я имею в виду принадлежность партии, беспартийных людей. Спасибо. Я могу сразу озвучить, вы, наверное, уже сами знаете, что решение нашей фракции мы поддержим на пост первого заместителя председателя Якутской городской думы Евсику Игорю Ивановну. И чтобы у нас было, скажем так, разнообразие в партиях, мы выдвинем Джигасова Анатолия Андреевича, представителя гражданской платформы, на пост заместителя председателя городской думы. Еще один вопрос. Пожалуйста. Тогда еще один вопрос. По председательствующим на постоянных комиссиях, вы как рассматриваете распределение, имеется в виду среди партий и партийных лиц? Сейчас эта работа ведется, но давайте мы вначале изберем руководящий состав и уже потом приступим к обсуждению наших коллег на представление их председателей наших постоянных комиссий. Альберт Николаевич, пожалуйста. Альберт Николаевич, добрый день. В случае вашего избрания председателем городской думы, как вы планируете сотрудничать это с избранным главой администрации города Якутска? В смысле, будет ли налажена конструктивная работа во благо города? Хотел бы спросить. Спасибо. Я готов к конструктивному диалогу, к конструктивной работе. Я сам, в случае моего избрания, конечно, как председатель, я приложу все усилия для того, чтобы это наше конструктивное сотрудничество было на самом высоком уровне. От этого будет зависеть жизнь наших горожан. Спасибо. Еще, пожалуйста, коллеги, есть вопросы? Нет вопросов? Спасибо, Альберт Николаевич. Здравствуйте, уважаемые коллеги-депутаты, уважаемые приглашенные, уважаемые гости. Мне искренне хотелось бы в самом начале вас всех поздравить с тем, что мы с вами все стали уже вновь утвержденными депутатами, что мы вступили в свои полномочия абсолютно легально, абсолютно законно. С этим вас искренне поздравляю. Если честно, выдвижение меня в моей кандидатуры на должность председателя Якутской городской думы немножечко было неожиданным. Хотелось бы, наверное, сказать немножечко о себе. Меня зовут Василий Денис Андреевич. Я родился и вырос в городе Якутске, всю свою жизнь провел здесь. Я являюсь кандидатом юридических наук, занимаю должность замдиректора Якутского экономико-правового института ЕИП. Сам по образованию юрист. Хотелось бы поблагодарить за оказанное доверие. И в случае победы хотелось бы сказать о том, что все свои знания, весь свой опыт приложу на благо конструктивной совместной работы. В двух словах. Спасибо, Денис Андреевич. Коллеги, пожалуйста, вопросы к Денису Андреевичу. Станислав Иванович, пожалуйста. У меня опять же тот же вопрос. Как вы смотрите в случае избрания назначения, допустим, заместителей выборов и точно так же по комиссии? Ваше мнение? Вообще, я, как представитель оппозиционной партии «Справедливая Россия», в частности, считаю, что
все политические силы должны быть представлены и в руководстве комиссии, и в, собственно, членстве комиссии. Но также хотелось бы напомнить, что в соответствии с уставом и регламентом эти вопросы решаются путем голосования. То есть мы же сами с вами, коллеги, и будем выбирать, мы же с вами, коллеги, будем определять, кто в какую комиссию возглавит, кто в какую комиссию пойдет. Это наши самые полномочия. Спасибо, Денис Андреевич. Еще вопросы, пожалуйста. Так, похоже, нет вопросов, да? Так, спасибо. Спасибо, Денис Андреевич. Так, уважаемые коллеги, итак, приступаем к голосованию по кандидатуре на должность председателя Якутской городской думы. Евгения Ивановна. Да, пожалуйста. Вопрос, честно говоря, я хоть и депутат второго созыва, но здесь, чтобы просто не было какое-то недопонимание, голосование выставляется одна кандидатура, голосует, выставляется вторая кандидатура, голосует. Все правильно? Да. Если за первую кандидатуру уже сразу проголосует большинство депутатов, вторая кандидатура выставляется или нет? Уже нет. В регламенте это прописано. То есть, по мере поступления. А разве депутат не может проголосовать в этом случае и за первую кандидатуру, и за вторую кандидатуру, нет? Нет, голосование только один раз может быть. А может быть тогда лучше выставить сразу две кандидатуры? Кто за такого-то, кто за такого-то, нет? Нет, ну мы, в принципе, же так и будем. Первая кандидатура вот у нас поступила, мы голосуем за эту кандидатуру. Если он уже набрал больше половины, у нас нужно обязательно, чтобы больше половины из присутствующих. То понятно, что вторую тогда уже наберет меньше половины. Как бы чистая математика. То есть каждый депутат может голосовать за только один раз. Да. Спасибо большое. Спасибо. Итак, коллеги, приступаем к голосованию. Евгения Ивановна, а полномочия счетной комиссии мы что-то не выслушали, не утвердили еще протокол. Так, а вы тоже какой-то протокол делали, да? Ну, само собой, мы же счетную комиссию должны же утвердить полномочия счетной комиссии. Нет, мы счетную комиссию, состав счетной комиссии мы утвердили. А кроме полномочий считать, Алексей Александрович, пожалуйста. Счетной комиссии права председателя и секретаря, согласно протоколу, давайте его заслушаем, чтобы полномочия утвердить тоже. Ага, простите, пожалуйста. Я всегда считала, что счетная комиссия берет и считает. Кто у вас докладывает? Пожалуйста, да. Владислав Эдуардович. Вот протокол номер 1 счетной комиссии первого заседания Якутской городской думы от 17 сентября город Якутск присутствует на заседании Владислав Эдуардович, Федорова Юлия Михайловна, Сахидаева Ольга Николаевна. Значит, был первый вопрос звания председателя и ответственного секретаря счетной комиссии первого заседания Якутской городской думы. Предложение избрать председателем счетной комиссии первого заседания Якутской городской думы Деппа Владислава Эдуардовича. Голосование за 3, против 0. Значит, второе предложение избрать ответственным секретарем счетной комиссии первого заседания Якутской городской думы Федорову Юлию Михайловну. Голосование прошло за 3, против 0. Значит, постановили избрать председателем счетной комиссии первого заседания Якутской городской думы Деппа Владислава Эдуардовича, ответственным секретарем счетной комиссии первого заседания Якутской городской думы Федорову Юлию Михайловну. Спасибо. Спасибо большое. Ольга Николаевна, спасибо за поправку. Коллеги, итак, голосуем за то, чтобы утвердить протокол счетной комиссии. Председатель комиссии Деппа Владислав Эдуардович, секретарь комиссии Федорова Юлия Михайловна. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Пока, видимо, еще городская дума считает, да? Аппарат. Спасибо. Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Спасибо, единогласно. Итак, счетная комиссия, вот в следующем вопросе уже вы считаете сами. Итак, коллеги, простите, что такая вышла заминка. Итак, приступаем к голосованию по... Пожалуйста, Николай. Добрый день, уважаемые коллеги. Всех поздравляю депутатов 4-го созыва. Желаем
сплоченной работы, всем здоровья, счастья. Но я хотел бы кандидатуру Семенова Альберта Никандровича, чтобы поддержали. Он являлся депутатом первых вторых созывов, он возглавлял первый созыв, втором созыве комиссии. И очень важная комиссия, которую Немецкая дума, он был председателем бюджетно-экономической комиссии. И действительно Альберт Никандрович имеет характер в том, что может нас сплачивать, организаторские способности. И думаю, что он достойно возглавит наш Якутскую городскую думу. Спасибо. Спасибо, Николай Николаевич. Так, коллеги, есть еще у кого что сказать? Все, тогда приступаем уже к голосованию. Если мы так долго приступаем к голосованию по кандидатуре на должность председателя Якутской городской думы. Итак, счетная комиссия приступает сейчас к своей работе. Итак, у нас поступило 2 кандидатуры, голосуем в порядке поступления. Итак, голосование по первой кандидатуре Семенова Альберта Никандровича. Итак, еще раз напоминаю, что каждый депутат голосует 1 раз за. Ну и, соответственно, тогда мы выбираем уже по большинству голосов. Итак, кто за то, чтобы избрать Семенова Альберта Никандровича на должность председателя Якутской городской думы, прошу голосовать. Кто за? Счетная комиссия считает. За получается 19 человек. 19 человек. Итак, за 19 человек, это из 29, это, конечно же, явно больше половины, поэтому считать голосование на это закрытым. За вторую кандидатуру уже Денис Андреевич, тогда мы не голосуем, поскольку большинство, но с учетом таких хороших... Против, воздержался, тоже будем? Хорошо, кто против? Против 6. Кто воздержался? Ну, видимо, 2 человека. 3. Да, 3. 3 человека. Так, за 19, против 6, воздержались 3. Ну, в сумме получается 28, то есть мы либо кого-то пропустили, либо кто-то решил не голосовать. Ну, я думаю, что тут как бы арифметика простая, все понятно. Итак, учитывая, что мы выполнили необходимые требования для избрания председателя Якутской городской думы, на этом голосование мы прекращаем, на вторую кандидатуру уже не голосуем. Ну, учитывая вот такое предложение, «Справедливой России», то, что сейчас сказал Денис Андреевич, человек молодой, очень перспективный, хочется пожелать удачи и будущего у вас, я думаю, очень хорошее будущее. Поэтому дерзайте, работайте активно в Якутской городской думе, и все будет хорошо. Так, ну а я хочу пригласить сюда Альберта Никандровича. Я отлично заявляю, что я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваше доверие. Спасибо большое. Слагаю себя полномочия председательства. Удачи.
заслушали результаты счетной комиссии. Я так понимаю, что его надо утвердить и принять проект решения по данному вопросу в целом. Я думаю, что Альберт Михайлович это учтет, чем я выиграю. Итак, кто за то, чтобы утвердить? Председатель пусть зачитает. Что? Председатель зачитает. Сейчас зачитаем протокол. Значит, решение Якутской городской думы от 17 сентября, протокол номер 2. Счетной комиссии первого заседания Якутской городской думы. Об итоговом голосовании при избрании председателя Якутской городской думы. Значит, присутствовали Федорова, Текова, Сарбегаева. Вопрос об итоговом голосовании при избрании председателя городской думы. По итогам открытого голосования по избранию председателя Якутской городской думы Семенова Олега Николаевича голосованием за 19, против 6. Считая избранным председателем Якутской городской думы большинством голосов открытого голосования Семенова Олега Николаевича. Спасибо. Итак, уважаемые депутаты, кто за это предложение, кто за это утвердить протокол, прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Я так понимаю, что единогласно, Владислав Эдуардович, тогда. Итак, данный протокол счетной комиссии утвержден единогласно. Альберт Николаевич избран председателем Якутской городской думы. Теперь я точно передаю. Спасибо. Ну что ж, уважаемые коллеги, давайте приступим к вопросу о наших заместителях. Хочу вынести 7-й вопрос об избрании первого заместителя председателя Якутской городской думы. Как избранный председатель вношу предложение на должность первого заместителя председателя кандидатуру Евсиковой Евдокии Ивановны. Уважаемые коллеги, будут еще предложения? Нет. Хорошо, предложений больше нет. Есть необходимость выслушать кандидата? Нет. Хорошо, тогда пожалуйста. Уважаемые коллеги, наверное, начало заместителя в Думе Евдокии Ивановны Евсиковой, я думаю, личное мнение, достойно кандидата, наверное, нет, потому что Евдокия Ивановна в Республике Якутска давно работает, начиная от управления образования и заканчивая заместителем главы Республики Якутска социальных вопросов. Я как депутат Созыва совместно работали очень большую и очень большой прорыв сделано нашими коллегами депутатов 3-го созыва, и у нас депутаты 3-го созыва, как Светлана Викторовна сказала, это благодаря Евдокии Ивановне, как заместителям социальных вопросов, и благодаря нашей постоянной комиссии, и поэтому я хотел бы проголосовать за Евдокию Ивановну. Мы все пришли после выборов, чтобы только работать на благо нашего любимого города Якутска. Поэтому все, наверное, чувствуете, мы все хотим работать, чтобы наш депутатский корпус был самым активным нашей социальной. Спасибо. Спасибо. Будут еще выступления? Пожалуйста, Ольга Николаевна. Уважаемые коллеги, я также прошу поддержать уважаемую Евдокию Ивановну, потому что в первую очередь это она заместителем по социальным вопросам работала, человек, который социальные отрасль знает очень хорошо, и нам это большое подспорье будет, ведь вопросы социальной политики, мы и будем двигать, и дальше отрабатывать, поэтому прошу поддержать Евдокию Ивановну. Спасибо. Будут еще предложения? Пожалуйста. Добрый день. Я как депутат второго созыва, как руководитель образовательного учреждения, последние 5 лет очень плотно работал с Евдокией Ивановной Евсиковой, и могу вас заверить, уважаемые коллеги, что
достойная кандидатура на должность первого заместителя председателя городской думы Евсика Ивановна. Мы, фракция КПРФ, поддерживает кандидатуру. Спасибо. Мы поддерживаем. Хорошо, поступило предложение по советному голосованию. Итак, приступаем к голосованию по кандидатуре на должность первого заместителя председателя Якутской городской думы. Счетной комиссии прошу приступить к работе. Уважаемые депутаты, напоминаю, что голосование проводится путем поднятия руки. Просьба не опускать руку, пока не закончится подсчет голосов членами счетной комиссии. Итак, голосование по кандидатуре Евсика Ивановны. Прошу, уважаемые коллеги, проголосовать. Кто за? Против? Воздержался? Нет, да? Да, единогласно. Председатель счетной комиссии, прошу предоставить результаты голосования. Это мы считаем, или же единогласно, это значит 29, да? Да, 29 человек единогласно. Хорошо. Решение принято. И также утверждаем протокол счетной комиссии. Да, протокол номер 3 счетной комиссии первого заседания Якутской городской думы о готовом голосовании при избрании первого заместителя председателя Якутской городской думы 17 сентября. Присутствовали Тайфон Александр Георгиевич, Федорова, Юлия Михайловна, Сагаляева. Вопрос о готовом голосовании при избрании первого заместителя председателя Якутской городской думы. По итогам открытого голосования по избранию первого заместителя председателя Якутской городской думы, значит, за Евсикову Евдокию Ивановну проголосовало за 29, против 0. Решение считать избранным первым заместителем председателя Якутской городской думы большинством голосов открытого голосования Евсикову Евдокию Ивановну. Уважаемые коллеги, спасибо большое за доверие. Я думаю, что мы с вами все вместе действительно сохраним вот ту социальную ориентированность и социальную направленность, которая всегда отличала Якутскую городскую думу, особенно последний созыв. Потому что я думаю, что это действительно сегодня очень важно. Спасибо. Уважаемые коллеги, приступаем к рассмотрению 8-го вопроса об избрании заместителя председателя Якутской городской думы. Как я уже озвучил ранее, вношу предложение на должность заместителя председателя кандидатуру Крыджигасова Анатолия Андреевича. Вы все его прекрасно знаете. Он у нас сейчас является руководителем одного из наших главных предприятий, как «Водоканал». Много лет является депутатом Госдумы. Будут еще предложения? Пожалуйста. Уважаемые коллеги, действительно, Анатолий Андреевич, сегодня мы очень правильно пути идем, избирать нашу руководящую составу. У нас впереди социально ориентированная инициатива. Анатолий Андреевич, я думаю, что он покажет коммунальше и жительство коммунальное хозяйство, как будет курировать действительно большим старым опытом работы Анатолия Николаевича. Ильич, прошу поддержать. Спасибо. Пожалуйста, Сергей Петрович. Я тоже хотел бы призвать уважаемых коллег проголосовать за кандидатуру Анатолия Андреевича. Мы с ним полностью работали в комиссии по городскому хозяйству и экологии. Человек достаточно четко понимает те проблемы, которые есть у нас в сфере ЖКХ, в том числе вопросы экологии. Надо напомнить о том, что он некоторое время работал с ЖКХ и действительно, скажем так, что называется, своими руками эти вопросы решать. И в этот момент, кстати, город Якутск достаточно активно справлялся с основными проблемами города Якутска, скажем так, задал определенный тон развития коммунального хозяйства в городе Якутске. Ну и уже Николай Николаевич сказал, что действительно два крыла, получается,
Александра Петровича. Уважаемые коллеги, но у нас все мы видим, да, что Единая Россия, конечно, превалирует, и мы, оппозиционные депутаты, то есть от партии оппозиционных депутатов, не предлагаем свои кандидатуры. Более того, некоторые из оппозиционных партий депутаты поддерживают кандидатов от Единой России. Я бы не хотел такого, потому что КПРФ в свое время, во время выборов, поддерживала вновь избранного главу Сарданову Владимировну Авксентьеву. И я от фракции КПРФ хотел бы предложить кандидатуру на пост заместителя председателя Якутской городской думы. Можно же, да? Кого? Вы только скажите, кого? Яковлев Александр Петрович, меня. Кожегасов является членом партии «Единая Россия». Аксий. Нет, это понятно, но голосует кто, понятно? Давайте не будем играть в кошки-мышки. Я предлагаю свою кандидатуру на пост председателя Якутской городской думы. Хорошо, понятно. Будут еще другие кандидатуры? При голосовании будет видно, кто действительно за горожан, а кто действительно ради своих политических интересов избрался в городскую думу. Пожалуйста, Александр Петрович, я попросил бы, скажем так, не делить на людей, которые, скажем так, переживают, а кто-то не переживает. Поэтому я считаю, что такие высказывания не совсем, наверное, корректны. Вы начинаете, первое заседание, начинаете, скажем так, какую-то определенную природную борьбу против. Я с уверенностью скажу, здесь многие депутаты уже второй создан, и достаточно активно, и, скажем, плодотворно работают как раз на благо своих избирателей и города в целом. Спасибо, Александр Петрович. Сергей Викторович, со своей стороны я скажу, что это ваше высказывание в мой адрес некорректно. давайте, уважаемые коллеги, не будем комментировать выступления своих коллег. Александр Петрович, мы вас поняли. У нас сейчас на данный момент Не вопрос, а предложение. Но в связи с тем, что у нас как бы альтернативное голосование будет, может, выслушаем обоих кандидатов и дадим вопросы. Хорошо. Проголосовать. Хорошо. Давайте тогда, Антон Андреевич, порядок поступления вы, наверное, выступите, да, изложите свои видения. И хотел бы сказать, что это у меня третий созыв будет, а опыт депутатской работы, конечно, достаточный для того, чтобы стать заместителем. И если вы меня изберете, я всю свою сознательную политическую жизнь пытался работать на консолидацию общества, консолидацию горожан. И эта работа, конечно, будет продолжена как политическая часть моей работы, а со стороны профессиональной, как производственной, как коммунальщик, конечно же, я буду во всем помогать. И в том числе консолидация с исполнительными органами власти. Я прекрасно понимаю, что горожан не интересует, как борются исполнительные органы власти и городская дума. Мы все должны работать, во-первых, в интересах города. И это будет в первую очередь в моей работе. Спасибо. Вопросы есть? Добрый день, уважаемые коллеги. Я, конечно, согласен с тем, что все мы должны работать на благо города, сообща и, естественно, голосуя за те или иные решения, которые именно будут влиять на жизнедеятельность всех наших горожан. Тем не менее, я это говорю с этой трибуны, что вы на словах говорите, представители Единой России, что никакой политики нет. Но зачем надо было торопиться назначать сессию в 10 утра, не дожидаясь хотя бы 6 часов до после инаугурации вновь
избранной главы города Иркутска Сарданы Владимировны Аксентьевой. Ладно, это оставим. Я предложил свою кандидатуру на пост заместителя председателя городской думы. Почему? Мне 50 лет, я профессиональный журналист, издаю газету Туймада и сайт tuymada.ru, то есть являюсь независимым журналистом. И я пришел, избрался в городскую думу, чтобы сделать ее открытой. И чтобы она действительно работала на благо всех горожан. И поскольку вы все говорите, что не делитесь на партии всякие, я уверен, что вы меня изберете заместителем председателя городской думы. Давайте, докажите это делом. Изберите кандидата от другой партии заместителем председателя городской думы. Что вам стоит? Докажите делом. И я тогда поверю, что вы действительно не разделяете по партийным принадлежностям депутатов, а действительно радеете за горожан. И я, если изберусь при избрании меня заместителем председателя городской думы, готов с полной отдачей работать во благо всех горожан. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, отвечу. Уважаемые коллеги, вопросы? Пожалуйста, А у меня вопрос. Вот вы озвучили, что вы работаете профессиональным журналистом. Так же? Да. Это профессиональная ваша деятельность сколько лет осуществляется? Это понятие, конечно, относительное, но я по образованию, по специальности филолог, журналист, у меня в дипломе так написано, и всю сознательную жизнь проработал в средствах массовой информации, начиная с газеты «Сахар-Сире», в «Углусной газете» работал с Мунтасом Нара, потом 9 лет назад организовал, учредил и являюсь главным редактором общественно-политической газеты «Туймада». Вопрос. Еще вопросы? Вопрос. Скажите, пожалуйста, по организационной структуре Иркутской городской думы, какие постоянные комиссии курирует заместитель Иркутской городской думы? Я внимательно просмотрел схему. Если память не изменяет, социальная политика и так далее. Это первый заместитель. А сфера. Но я изучил схему, просмотрел, конечно, и там есть отдельные комиссии, да, почти половина. Но наизусть я не выучил, я не знаю. Но все мы начинаем, так что все учатся. А опыт работы по данному направлению у вас имеется? Опыт работы, у меня два высших образования. Первое – это филолог, журналист, как я уже сказал, а второе образование – это менеджер. Я закончил в 2005 году Дальневосточную академию государственной службы по специальности менеджер. Но я, соответственно, являюсь руководителем семьи вот уже достаточно много лет, более 15 лет. И даже в одно время возглавлял газету «Эхо столицы» при Михальчуке. Был главным редактором 2 года. Скажите, пожалуйста, ваши партийные принадлежности. Я сторонник КПРФ, я беспартийный стал. Тогда номер 2 можно. Потому что как руководитель СМИ, главный редактор, должен быть, по моему убеждению, беспартийным. Потому что он должен освещать без принадлежности к партийному. Тогда почему не пошли самоприженцем? Почему не пошли самоприженцем? Самоприжение. Меня попросили из КПРФ, конечно же. Ради избирателей, конечно, пришлось там выбирать партию. Нет, что ли, человек волен выбирать партию. Хорошо. Да, как беспартийный. Меня приглашали даже из «Единой России», не буду скрывать, что тут такого.
городской, естественно, который выражает выборов. У меня вопрос. Ответьте, в случае избрания вас заместителем председателя Якутской городской думы, какое направление вы бы хотели курировать и какие достижения вы бы ставили во главу своего, как говорится, угла? Естественно, это социальное направление, это в первую очередь, и которые утверждены именно Якутской городской думой, которым именно будет курировать именно заместитель председателя Якутской городской думы. Все они прописаны в регламенте, насколько я знаю. Еще вопросы будут? Пожалуйста, пожалуйста. Предложение можно? Еще вопросы? Нет, предложение. Можно, да, конечно. Ставить на голосование. Хорошо. Да, все, спасибо. Спасибо. Ответы за выступление. Значит, уважаемые коллеги, приступаем к голосованию по кандидатурам на должность заместителя председателя Якутской городской думы. Счетной комиссии прошу приступить к работе. Еще раз хочу напомнить, что голосование проводится путем поднятия руки, просьба не опускать руку, пока не закончится подсчет голосов членов счетной комиссии. Поступило два предложения. В порядке поступления, значит, вношу предложение на должность заместителя председателя кандидатуры Поджигасова Анатолия Андреевича и прошу проголосовать по этой кандидатуре. Кто за? Не видно. Выше поднимите. Третий оттуда. За 20. Ровно 20, да? Кто против? Воздержался? Счетная комиссия. 6 человек. Председатель счетной комиссии, прошу посчитать и предоставить результаты голосования. Протокол номер 4 счетной комиссии первого заседания Якутской городской думы об итогах голосования по избранию заместителя председателя Якутской городской думы 17 сентября. Присутствовали Декпор, Федорова, Сурдыгаева. По вопросу об итогах голосования по избранию заместителя председателя Якутской городской думы. Значит, по итогам открытого голосования по избранию заместителя председателя Якутской городской думы Поджигасова Анатолия Андреевича голосованием за 20, против 0. Решение считать избранным заместителем председателя Якутской городской думы большинством голосов открытого голосования Поджигасова Анатолия Андреевича. Сейчас мы должны будем утвердить тот протокол, который вы озвучили. Я ставлю на голосование вопрос об утверждении протокола комиссии по заместителю. Согласно нашего регламента, Александр Петрович, мы ваш вопрос уже не голосуем. Вам понятно? Спасибо. Значит, кто за то, чтобы утвердить регламент, согласно нашего регламента, итоговый протокол счетной комиссии? Прошу голосовать. Кто за?
Валерьевич. Благодарю. Спасибо. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, на этом повестка заседания первой сессии Якутской городской думы исчерпана. Дмитрий Владимирович, да, конечно, пожалуйста. Уважаемый президент, уважаемые депутаты, позвольте мне себя лично, коллеги, поздравить вас с избранием и с началом работы. Конечно же, огромное пожелание, чтобы работали вновь избранной командой, с мэром, рука об руку, как работала в прошлые годы городская дума с исполнительным органом власти. Я думаю, что у вас это получится. Вы все болеете за своих избирателей, за наших горожан. И говоря эти слова, я хочу и призвать еще раз к конструктивной большой работе. Я думаю, что те, которые работали здесь, исполнительные органы власти, представительные органы власти всегда будут в этом деле подсказывать коллег и идти в ногу. Говоря эти слова, я вижу, что те моменты, которые, вот, когда люди говорят о том, что вот, оппозиционная партия, лучше об этом не говорить, да, в стенах, скажем, этого зала, да, а работать во благо наших горожан. Я думаю, что у вас, еще раз повторюсь, получится. И я вам пожелаю удачи и большой плодотворной работы. Спасибо. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить своих коллег, которые мне оказали большое доверие, избрав председателем городской думы. И, конечно же, я как председатель приложим все усилия для того, чтобы наш город процветал дальше, чтобы у нас была построена конструктивная работа с исполнительной ветвью власти. Как вы знаете, сегодня у нас состоится уже вступление в законную силу после инаугурации главы города Якутска. И я надеюсь, что мы найдем общие точки соприкосновения, будем работать вместе, сообща, на благо всех горожан.